Спасибо, Азамат, что пришли к нам в редакцию и согласились ответить на несколько наших вопросов. В первую очередь, расскажите о себе. Как вы вообще попали в кино? Как вообще для вас начался этот процесс? Да, часто задают вообще, говорят, а как ты попал в кино? Ты же вчера преподавал, ты же вчера в сфере услуг работал, ты же вчера в авиации работал, ты же вчера спортом занимался, ты же вчера только музыкантом был. Что ты в кино делаешь, да? Я, честно говоря, пришел в кино только в 30 лет, за 30. Потому что я был в поисках, я не находил себя. Я во всех сферах проработал, и моя душа была, душа не в покое была, то, что она что-то искала. Я был в поисках, и после 30 только я вот пришел в кино. Когда я пришел в кино, я понял, опа, это мое. Знаете, это потрясающая профессия, когда ты, то, что ты задумал, то, что ты выродил, то, что ты задумал, и ты это воплощаешь в реальность через экран. Зрителям нравится, опа, попал. Не нравится, ну это уже, извини, пожалуйста, значит тебе дальше надо развиваться. Вообще надо всю жизнь развиваться. Нет предела совершенству. По телевидению, в интернете я часто вижу социальные ролики, автором и режиссером являетесь, которые вы. Многие из них очень трогательные, действительно, очень такие впечатляющие. Вы как-то сами выбрали это направление, или это как-то случайно получилось, что вы именно снимаете очень много социальных роликов? По заказу госорганов, международных организаций. Знаете, вот на вопрос, случайно ли я попал, тоже такой двоякий такой ответ. Говорят, что вот случайности не случайные, да? Мне кажется, все-таки мой поиск самого себя и то, что вот пришел я в кинопроизводство, когда я отучился, мне поставили просто задачу, помните, в 2010 году было столкновение со соседями, кыргызстанцы, узбеки, вот столкновение было такое, ужасное событие было. И вот тогда просто у меня выбора не было, сказали, надо срочно снимать серию роликов, чтобы наших граждан успокоить. И вот с тех пор как-то я один ролик за другим попробовал, и что-то у нас получилось, поперло. С тех пор я пока снимаю ролики, вот, и не только ролики снимаю, ну вот так, как-то так получилось, что пришел. Ну, мне очень нравится ваш один ролик, «Дождь» называется, там, где два человека ссорятся, как бы. Вы сами этот сюжет придумывали, как бы, для этого ролика? То есть очень такой трогательный. И почему вообще идея пришла снимать именно этот ролик, где два человека дерутся из-за воды? Вы знаете, это когда стояла перед нами задача, вот как мы можем достучаться до народа, для людей, граждан, чтобы они почувствовали единство, что без соседей, как бы, ну, сами понимаете, это когда ты с соседям ругаешься или конфликтуешь, из этого никакого результата не получается. Получается только конфликт за конфликтом, как это закон такой, сила действия равна сила противодействию. Поэтому я считаю, что мы, по сути, цельны, мы едины. Поэтому и этот ролик об единстве, чтобы мы уважали друг друга, чтобы мы не разменивались мелочами, чтобы мы друг друга толкали. Вот в таком плане была поставлена задача. И мы с командой написали сюжет этого ролика и решили снять. А актеры вы сами подбирали? Это Да. ваши настоящие актеры или это вот случайные люди? Нет, это случайные люди. Это случайные люди. В основном все герои и все актеры, как вы говорите, снимаются, которые у меня в роликах или в фильмах, они все в основном 80% они случайные. То есть я нахожу, ищу, нахожу типажи и нахожу, смотрим, как более-менее совпадают по типажу. Ага, почему бы нет, давайте его попробуем. С ними работаем, занимаемся, раскрываем его там внутренний потенциал и снимаем. То есть случайные люди.
Ну, давайте теперь перейдем к большой кино. Знаю, что вы снимали фильм, сериал «Семейные истории». Как бы. Ну, я понимаю, что социальные ролики это все равно короткое кино, там, 3 минуты, 2 минуты, а сериал это уже сериал. Как бы. Трудно вам было переключиться на большое кино уже как-то. Ну, есть свои трудности, когда снимаешь уже более большое кино. Здесь. Знаете, с точки зрения создания сценария, идеи, то чем короче сценарий, то есть, например, ролик, там мы говорим о роликах, если ролик он короткий, в течение минуты, выдать саму идею сложнее, чем полный метр снимаешь, да, как бы, с точки зрения сценария я говорю. То есть, чем короче, тем сложнее выдать идею. Я считаю, что именно благодаря роликам мы набили руки, мы стали творить, создавать, понимать производство кино. Благодаря роликам мы можем уже снимать полный метр, да? Потому что, ну, ролик, что такое ролик? Это одна локация или 2-3 локации максимум в ролике. А в большом кино там очень много локаций. Вот. Допустим, что в большом кино мы какой-то отрезок взяли, сняли и за короткое время выдали идею. То есть, что производство маленького, что производство большого, в принципе, подход одинаков. Но если большое кино, конечно, это тяжелее. Это нужно время, это нужно терпение, это нужна позиция, режиссерская позиция, чтобы занимать и до конца держать как бы команду. Вот, поэтому переходить в большое кино, конечно, составляет какие-то трудности. Ну, как говорится, дорога покоряется идущему. А вот там я в сериале видел, там, в принципе, известные актеры тоже снимались. Вот с ними Да. как было трудно работать. Потому что я Нет, знаю, ну, что знаете, они- было легко. Было легко. Почему? Потому что вот Руслан и вот актер есть, который папу играет, и мама, которая играет, она тоже актриса. То есть им ставишь задачу, они в принципе делают. Тяжело было с детьми. Почему? Потому что, ну, как сказать, тяжело. Их надо было обучить, их надо было вытаскивать, с ними надо было заниматься. Но когда мы поставили задачу, что вы должны самих себя сыграть, было легче. Они играли, они, естественно, они привыкали к команде. Команда помогала друг другу, то есть мы друг другу помогали. Вот, и, конечно, с детьми немного тяжелее, а с готовыми актерами им поставить задачу, они выполнят. И то мы тоже ставим задачу и занимаемся с актерами тоже. А продолжение сериала не планируется? Потому что, в принципе, фильм-то неплохой получился. Ну, каждая серия, я так понимаю, каждая серия это отдельная история какая-то. То есть, как бы, нет планов, как бы дальше снимать? Ну, как бы планировали, в 2014 году же снят был этот фильм, 2014 год. Вот с тех пор уже сколько, дети уже выросли, мы не можем этих детей уже снимать, потому что они уже большими стали. Ну, если продолжение, ну, все-таки у нас ЮНИСЕФ спонсировал, вот, благодаря ЮНИСЕФу мы сняли эти фильмы, сериалы, вот. Ну, продолжение как такого, они как бы говорили, если что, может быть, то есть это опять-таки от финансирования зависит. Ну, пока намереваемся, делаем намерения. Давайте немножко вернемся к нашей реальности сегодня. Вот я знаю, ваша кинопроизводственная студия «Автенгри», она снимает документальный фильм, социальные ролики и большое кино. Приходилось ли работать с политикой? То есть какие-то предвыборные периоды как бы? Да, да.
Мы работали с политиками, мы работали с экс-президентами, то есть их свитой. То есть мы делали для ролики предвыборные для экс-президентов. То есть все зависит от заказов. К нам приходят, говорят, ребята, мы слышали, что вы создаете вроде как бы неплохое кино. Не могли бы нам помочь? Ну, мы с радостью идем, помогаем. То есть к нам приходят, мы смотрим, если соответствует наше мышление, то мы Ну то есть вы беремся. все как бы выбираете тут, Ну, да? конечно, ну, не хотелось бы работать с капризными клиентами. Если совпадает наше мнение, если ролики добрые, если сценарий как-то в сценарии есть доброта, я всегда вот за добрые фильмы, я всегда согласен. М, ясно. А чернуху бывало, что предлагали чернуху снять? Ой, были варианты, то есть давайте снимем про фильмы про рэкетиров, про вот это черные дела. Это я честно отказывался, потому что я не знаю, знаете, я прислушиваюсь то, что у меня внутри говорит, что вот что-то внутри вот толкает. Вот я же говорил, до 30 лет я искал, не мог найти, все время меня толкало. Это не твое, это не твое, это не твое. Опа, вот это твое. И у меня поперло, да? То же самое, например, при разговоре с клиентом я вижу, это мое, это не мое. То есть я выбираю, я на все подряд соглашаться, я не знаю, я за это не берусь. То есть если это устраивает и его, и меня, то можно приступать к работе. А я стараюсь сохранить свою совесть. Это, по-моему, самое дорогое, то, что у нас есть. Ну вот Азамат сейчас эта предвыборная такая идет немножко шумиха идет сейчас у нас, в принципе, все готовятся к выборам. Вы, в принципе, состоявшийся режиссер. Сами себя не видите в политике? Честно скажу, нет. Потому что, будучи политиком, ты должен быть очень гибким. Вот, я должен сразу отказаться от своей позиции. Я должен потерять что-то, чтобы быть в политике. Вот, скажу прямо, я должен потерять совесть. Я должен потерять, я не знаю, вот это вот свои принципы. Я не могу, нет, это не мое. Политика это не мое. Вы знаете, когда я попал в кинорежиссуру, я понял, что именно здесь могу создавать то, что мне нравится, то, что по душе. Потому что самое сложное, кажется, сохранить в себе чистоту. Вот когда ты чист, когда у тебя помыслы чистые, у тебя и, знаете, хорошие идеи приходят с космоса. Это здорово. А вот когда, если я попаду в политику, ну все, у меня все закрыто будет. А я удовольствие ловлю от того, что я создаю. Понимаете? То есть это благодаря высшим силам это все происходит. Я просто проводник. А вообще верите вы в будущее нашей страны? Как бы, ну, то есть, учитывая все, что у нас произошло за последние годы и нынешнее состояние как бы страны вообще, есть вера? Вот, потому что многие сейчас же покидать стали страну, там, а у вас нет такого? Надо верить. Безусловно, надо верить. Потому что я считаю, что будучи в сердце человеком, который может создавать, даже и в политике, может быть чистый человек оказаться. Я так считаю. Я верю, что придет достойный человек, верю, да, что может все-таки с колен поднять Кыргызстан. Я верю, что придет тот человек, который все-таки скажет, ребята, давайте строить наше будущее. Вот. Я очень надеюсь, что этот человек, в которого буду верить, не испачкается. Для этого должен быть у него сильный стержень, должен быть чистота, у него должно быть все чисто. Да, вот, ну, то есть, если у него будет в сердце чистота, добрые помыслы, и стержень, я очень надеюсь и верю, что такой человек вырулит из такой кризисной ситуации до Кыргызстана. Так, давайте теперь вернемся в кино. Да. Как вы оцениваете уровень нашего сегодняшнего кино в Кыргызстане? Так, потому что, в принципе, мы снимаем фильмы, и вот сейчас «Семидей» скоро выйдет фильм, как бы, продюсер, который говорит, будет, что это будет мировой бестселлер. Ну, то есть, он реально так говорит, кстати. Ну, вообще, как в целом вы оцениваете наше кино? Оно идет в сторону того, что мы можем когда-нибудь сказать, что «Крымское чудо» вернулось, как бы, или оно Знаете, вернется в ближайшее время? я за всех не могу отвечать, честно скажу. Я вот в ответе только за себя.
Если у меня будет получаться, если я буду делать фильмы, если я буду развиваться каждый день, час за часом, вот утром встал в 5 утра и прям начинаешь работать, и прям до поздней ночи. Вот, если я заражен энтузиазмом, то почему бы нет? Вот Улюмиш Океев, вот, Булат Шамшиев, наши величайшие, да, отцы, они действительно показали чудо кыргызского кино. Но опять-таки я верю, что это время придет. Все-таки мы должны постараться делать лучше, лучше. Но то, что сейчас происходит, это просто этап развития. Я сказал бы, это этап развития. Честно говоря, я сейчас учусь методом тыка. Методом тыка. Там посмотрел, здесь посмотрел, там обучился, здесь обучился. Вот таким образом только обучаешься. Вот. На данный момент я считаю, что идет только этап развития. Вот. Я за себя говорю, опять-таки, чтобы не обидеть других режиссеров. То есть мне еще далеко. Ну, по-моему, своим ответом уже как раз все-таки все и сказали. Есть какой-нибудь сюжет, который хотели бы снять, воплотить в жизнь? Ну, то есть там, не знаю, о чем-то снять фильм. Добрые фильмы. Я бы хотел бы только добрые фильмы снимать. Ну, а конкретный сюжет какой-нибудь, может, не знаю, история какого-то человека. Вы знаете, когда я был совсем маленьким, 5, 6, 7 лет, я помню, да, у дедушки была большая библиотека книг. Я открывал эти книжки, смотрел картинки, я воображал, мечтал. И вы знаете, я мечтал быть волшебником, честно скажу. И эта мечта, вот я не знаю, вот после 30 лет уже воплощается, да. Быть режиссером – это подобно волшебству. То есть в кино ты можешь творить все. Захотел – заставил заплакать, захотел – заставил засмеяться, что-то доброе показал. И мне хотелось бы снимать добрый фильм, где есть там любовь, преданность, дружба. Ну и, конечно, не бывает без предательства, ненависти, злости, да и так далее. То есть это конфликт. Один без другого не может быть, как черный не может без белого. Вот это конфликт, но в итоге хотелось бы показать, что вот выбирай. Вот оно добро, а вот чем заканчивается зло. Вот. И отвечая на ваш вопрос, я однозначно, наверное, отвечу. Қандай эле суроо жаңағы? Какой сюжет хотел бы? Вот добрые фильмы, где есть любовь. Мне очень нравится снимать про то, как заканчивается позитивно все. То есть вы за то, чтобы каждый фильм должен заканчиваться позитивно? Но не всегда, Понимаете, иногда, когда ты заканчиваешь результат негативным, человек начинает задумываться. Я так не сделаю. Зритель начнет задумываться. Значит, у нас есть выбор. Так можно, так нельзя. Понимаете? То есть наша задача режиссеров просто преподнести, подать наш продукт, да, так скажем, наше творение, наше создание. Вот она, пожалуйста, выбирайте. Вот она черная, вот она белая. Ну, я за то, чтобы, вы знаете, вот внутри нас же живет и черное, и белое, но чтобы ты руководил этим черным и белым. Понимаете, да? То есть ты, как хозяин своей жизни, должен руководить черным и белым. То есть от тебя зависит выбор. Ты сделаешь хорошо человеку или плохо. Вот. То, что зритель сам задумывался, да? Да. Сам делал свой выбор. Конечно, конечно. Вы знаете, я очень благодарен, да, создателю, что он не лишил человека выбора. Он не лишил человека выбора. Поэтому я считаю, что у человека всегда должен быть выбор. Если он выберет что-то плохое, конечно, и последствия будут плохие. Выберет хорошее, ну и последствия будут хорошие. То есть выбор за ним. Поэтому-то и мне очень нравится позиция режиссера, что мы можем предоставить выбор благодаря нашим фильмам, чтобы они делали правильный выбор.